Здравствуйте, дорогие друзья! Исәнмесез! Мы продолжаем готовить самые вкусные блюда татарской кухни. И сегодня с нами молодая, талантливая певица, лауреат многочисленных международных конкурсов Айгуль Хисматуллина. Каршала, мы встречаем Айгуль Исәнмесез! Исәнмесез! С чем пожаловала Айгуль? Я вижу подарок внизу. Конечно, с чем еще может пожаловать вокалист, как не с книжкой наших любимых татарских народных песен. Мне кажется, вам будет очень приятно готовить и с остальными друзьями, гостями под наши песни. Айгуль Хисматуллина, певица, родилась 6 июня 1989 года в городе Набережные Челны Республики Татарстан. В 2009 году закончила Нижнекамский музыкальный колледж по специальности «Сольное пение». На данный момент является выпускницей Казанской государственной консерватории имени Жиганова. Во время обучения в консерватории активно принимала участие в проектах оперной студии «Ромео и Джульетта» Гуно, «Сильва» Кальмана, «Свадьба Фигаро» Моцарта, «Алтын чач» Жиганова и другие. В составе оперной студии участвовала в фестивалях «Казанская осень», «К истокам мастерства», «Классика над Волгой». Айгуль Хисматуллина – лауреат многочисленных конкурсов и фестивалей. Один из последних – конкурс на соискание премии имени народного артиста СССР Покровского, где она стала лауреатом в номинации «За успешное постижение профессии актера музыкального театра». Сегодня мы будем готовить курицу по-татарско-мишарски. Пускай. Да. Курицу по-татарски-мишарски? Да. Для этого нужна татарско-мишарская курица. Татарская певица, мишарский ведущий. Тоже с мишарскими корнями. Ага. Для этого нам нужна морковка, Так. лучок, чесночок, естественно, кабачок, перец и помидорка. Ну, сейчас на дворе осень, то есть все свежие овощи Все с наших свежие, огородов. все с наших они на огородов. столе. И с чего начинаем? Я вам дам задание нарезать вот эту курочку. Так, курица халяль. Так, бисмиллахим. Сейчас я это все сделаю. Так. Мелко режем ее. Среднее, чтобы не совсем уж было каша у нас. Так. Да. А чем отличается вот мишарская курица от татарской? Когда нарезают мишарскую курицу, Ага. надо петь мишарские песни. В этом секрет, да? Все дело в этом. А ты вообще часто нарезаешь курицы, я не знаю, овощи? Любишь готовить, Айгуль? Очень люблю. Конечно, у меня для этого не очень много времени, но кухней заниматься, домашними делами, при этом параллельно петь, что-то там вспоминать. Мы с мамой очень любим. В то время как готовим себе под нос что-нибудь, бурлыкать так. Ну, давай вспомним твою любимую привычку, когда ты готовишь, поешь красивые песни. Итак, Айгуль Хисматуллина. Күңелгә минем туган як, бигрәк тә якын шул син. Если знаете, можете подпевать. С удовольствием послушаю. Ayrılıp bir günde uzmay, yanadan sina susin. Tüzlenem şişmelerine, bitmitik susağına. Susaudan yanıgan küngülge, su salıp tırsan iken. Вот по такие песни получаются очень вкусные татарские мишарские блюда. Я правильно сказал? Да. Так, курочка у меня готова. Примерно такие кусочки получились. Да, можно немножко даже помельче. Еще помельче. Кусочки, да. Немножко. Айгуль, когда ты спела свою первую песню? Давай вспомним. Если честно, я сама не помню, но мама говорит, это уже началось с садика. Ага. Да. Ну и как бы так, в учебные годы меня сразу повели в музыкальную школу со словами то, что лучше пусть она там поет, чем дома. То есть тебя с утра отправляли в музыкальную школу, жерлаказом, пой, играй на инструментах. И поздно ночью приходил, спать ложился, обратно то же самое. Ну, почти так и происходило все время, конечно.
Ты на скольких языках поешь? Только на татарском? На татарском, русском, итальянском. Даже на итальянском? Конечно, у нас классическое образование, консерватория, это у нас как обязательная программа. То есть ты даже и итальянский язык знаешь? Конечно. Как будет по-итальянски курица? Корчито? Корчито, Ну, это каждый татарин мишарин знает. куричито, Куричито. куричито, Ну, а- таукчито. Таукчито. А на итальянском до сих пор помнишь песню? Вот давай кусочек хотя бы. Так. Вот прям маленький. Сейчас. Чтобы наша курчита была вкуснее. Bella spagnola che canti, tu sei più vaga d'amor. Bella spagnola che canti, la gelosia nel tuo cor. Bella spagnola che canti, maga d'un fiara d'amor. Дальше не помню итальянский, жерлим татарчагана. Дальше можно было по-мишарски, конечно. Спасибо, Айгуль. Рахмет. Так, лук у нас практически готов. Лук Курица готов. готова. Сейчас нам нужно поставить, разогреваться наш казанчик. Так, сейчас я это все сделаю. То есть пока мы не добавляем масло туда, да? Немножко можно уже, можно чтобы чуть-чуть. нагревалось, да. Сейчас, секундочку. Подсолнечное? Подсолнечное, да. Буквально чуть-чуть. Так, наливаем масло. Достаточно? Да, все хватит. Так, Так, закрываем. да, это все на медленный огонь. Нам нужно натереть морковку. 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 Так, достаем татарскую терку. А вам я предлагаю натереть чесночок. Слава богу, что не съесть. Да. Все это, да? Да. Так, чесночок мелко-мелко. Мелко-мелко, очень мелко. Чтобы он весь сок у нас курочки отдал. Обязательно. Алю, расскажи, пожалуйста, вот как ты поступила в консерваторию? Чья была идея? Тоже родителей? Ой, нет, родители уже махнули на меня рукой. Надеялись сначала, что я пойду по человеческому пути, то есть не музыкант. То Всё есть будет- артист это не человек для них, да, уже? Ну, как говорят некоторые деятели даже искусства, курица не птица, вокалист не музыкант, Ну, поэтому не очень хотелось. Но все-таки природа дала свое знать. И сначала я поехала учиться в Нижнекамск. Сама я из Челнов. Когда я училась в училище на 4 курсе, у нас проходил конкурс региональный имени Салих Сайдашева. И туда приехала и была членом жюри Клара Акрамовна Хайрудинова. Она в дальнейшем и стала моим педагогом в А консерватории. там она тебя заметила и пригласила Да, в Казань. Да. Ты, кстати, на этом конкурсе выиграл или нет? Да, я стала дипломантом. Какую песню пел? Давай вспомним. Песня Салих Сайдашева «Бибисара». Şüçüt sayrı sandıgaçlar Şeyge tansızlı bara Taң atqanda Bibisara Yıqıy almay bişara. Молодец, молодец, Айгуль. Так, мне кажется, самое время положить лук Давайте. в наш казан. Давайте. Прошу. Вот есть такая штучка у меня деревянная. А, можно руками? Ну, мы Ладненько. Ах, ставим мишарский метод. все руками. Все сами, все сами. Так. А песни, кстати, каких композиторов ты больше любишь исполнять? Конечно, наших татарских. Это все-таки душа просит, и без этого никак. Морковочку. Морковка. Да. Так, Все это красиво укладываем. так. Ну, после окончания консерватории, вот где ты начала работать? Скажи, пожалуйста. Я не закончила учиться, я продолжила. Ага. Сейчас я являюсь ассистентом-стажером первого года обучения. То есть как аспирантура. То есть ты сейчас уже на аспирантуру поступила? Да. Пока ты поступала на аспирантуру, я начал солить и перчить курицу, ты заметила, да? Да-да-да. Так, чуть-чуть. Так, и перчик. Перчик. Контролируй. Все контролирую. Все хорошо. Сейчас мы чесночок сюда. А, и все это здесь сделаем. Да, сейчас мы немножко, чтобы он пропитался. Пропитался? Да. Курица с чесноком – это такое сочетание, Надо что… соли добавить. Давайте. Ну, это сочетание прекрасное. Самое главное, чтобы потом на свидание не ходить. Понимаешь, все-таки аромат чеснока. Ну, на вечер, ладно. Пускай это будет на вечер. Так. Айгуль, вот Вот, буквально на днях ты прилетела из Москвы. И расскажи, пожалуйста, что ты там делал? Я знаю, что
что это не просто была поездочка, а поездка еще была удачная. Поездка была очень удачная. В феврале этого года оперная студия нашей консерватории выпустила спектакль «Ромео и Джульетта», Где ты сыграла Джульетту, кстати? где я сыграла Джульетту, а Ромео исполнил Филюс Кагиров, наш любимый и всеми уважаемый. Ну, это самый главный Ромео татарской эстрады. Ну, конечно. Режиссером постановки был Эдуард Трескин. И в феврале мы выпустили спектакль, все эти записи, фотографии, все отправили туда, в комитет. И они решили, что я достойна звания лауреата. И вот благополучно в сентябре я съездила на церемонию вручения. С Ромео поехали или без? Нет, без. Без. Ромео остался с дома. Да. разбитым сердцем. Ромео, к счастью, у него все хорошо складывается. У него недавно родился сын. Мы поздравляем тебя, Филюс. Да. Наши поздравления. Молодец. А он, может, назвал сына Ромео? Нет, он назвал сына Айдар. Айдар, еще раз поздравляем. Так, как там у нас лук? Ну, лучок уже такой почти золотистый. Все, тогда можно сейчас выкладывать, да? Так, давай. Так, Это ответственное дело я поручу тебе. Я подержу. Давай. давай. Так, Сколько готовится вообще вот это блюдо все вместе по времени? так. Если курочка нарезана очень мелко, то это Я думал, ты буквально... скажешь, если курочка нарезана профессионалом, То есть, если курочка нарезана профессионалом, как сейчас, опытным человеком, спасибо. то это все готовится в течение 40 минут. Все. Можно сказать, что первый акт у нас... Первый акт нашей сегодняшней постановки под названием «Курица по-мишаско-татарски» можно считать оконченным. И сейчас мы объявляем небольшой антракт. Вы смотрите программу «Секреты татарской кухни». Мы продолжаем готовить таук по-мишарски вместе с очаровательной вокалисткой Айгуль Хисматуллиной. Айгуль, давай проверим, как наша курочка. Давай. Открываем черный ящик, как Якубович, да, в «Поле чудес». Аромат чеснока. Да. Так, перемешиваем уже или Да, как? мы немножко перевернем, чтобы она со всех сторон у нас была одинаково вкусная. Давай я это сделаю. Давай. Это ответственное задание. Ты нам расскажи, что еще нам осталось сделать из овощей. Так, нам осталось нарезать картошечку, кабачок и перец и помидорки. То есть еще 4 ингредиента. Да, я пока займусь кабачком. Все режем на кубики. Вам я доверю картошку. Самое ответственное. Самое ответственное, Овощ. самое главное на нашем столе. Так. Итак, беренге. Айгуль, мы с тобой сегодня вспомнили конкурс имени Салиха Сайдашева. Расскажи, какие еще конкурсы были в твоей карьере? Учась уже в консерватории, я участвовала в конкурсе имени Рашида Вагапова. Очень серьезный, очень ответственный. И в жюри сидел наш любимый Родственник. Ильхам Шакиров. Тут родственников никаких быть не может. То есть все получают то, что заслуживают. Очень серьезное судейство, очень высокий уровень подготовки всех певцов. Очень много у нас талантливых молодых людей. У нас есть и Институт культуры, и наша консерватория, и училище. И они все работают на то, чтобы качество наших вокалистов, оно только росло. Слава богу, есть кого послушать, есть из кого выбирать. И, как я уже сказала, членом жюри был Ильхам Шакиров. Это была большая честь выступать перед ним, чтобы слушал такой Мэтр татарской эстрады. татарской эстрады. Татарской культуры. Ну вот он что-то тебе после твоего выступления сказал, подошел. Если честно, когда я пела народную песню, Он встал и вышел. заплакал. Заплакал? Он заплакал, представляете? Здесь нужно только поаплодировать. Ну, давай мы сейчас эту песню вспомним и послушаем. Сахраларда кушлар эйник моңлана ашый
Игорь Ахмед, Айгуль. Айгуль, у тебя вот такой сильный, красивый голос, да? А на тебя посмотришь, маленькая, хрупкая девушка. Вот откуда берется он? На самом деле, не первый человек уже мне такое говорит. То есть, бывали даже такие случаи, когда приходишь там, ну, очередной конкурс там, и там, ну, вокалисты обычно, они такие высокие, статные такие, ну, чтобы мощь была, голос был. И я прихожу такая в джинсах, маленькая, и так все на меня так... Кэмбо. Кэмбу, dedi ураннан келексин. И после выступления абсолютно меняется это мнение. То есть вот так вот все начинают, откуда пришла, кто такая. Ну, мне кажется, это Всевышний. То есть талант от Всевышний, Бога. От Бога. И, конечно, очень хорошие педагоги. Слава Богу, жизнь меня не обделила такими людьми. Встречались люди, слава Богу, которые болеют на самом деле своим делом и вкладывают всю душу, все свои желания, все-все-все в нас. И вот таким образом вырастают у нас такие голоса. А мы сегодня с Айгуль вкладываем свои силы и душу в наше блюдо. Да, в нашу Я кухню. очень надеюсь, что оно получится прекрасным. Давайте Иначе посмотрим, Мишары как у неё Татарстана дела. нас не простят. Не простят меня, не пустят домой. Так. Ой, курочка здесь кипит Ой, как аккуратненько. пахнет, мамочки мои. Ароматы. Да, жалко, Что мы добавляем? Мы добавляем куркуму и укропчик. Куркуму и укропчик. Да. Так. Чтобы это все немножко было у нас Да, но по-настоящему специи можно не с жалеть. зеленью, да. Так. Вот так вот. Перемешаем. Можно уже картошечки, мне кажется, положить. Добавляем беренге сейчас. Еще чуть-чуть, у нас блюдо будет готово. Агуль, скажи, пожалуйста, ну вот рецепт сегодняшнего блюда ты где взяла? Нашла в интернете? Нет, конечно, это все, как бы, можно сказать, впиталось молоком матери. То есть мама у нас постоянно готовила, у нас большая семья, у нас всегда гости. И вот так вот все это у меня отложилось как-то в памяти. И когда я выросла, уехала из дома, это все у меня осталось. Остались эти овощи. Остались эти овощи. Остались эти овощи, этот огород. Кстати, фразу «у нас всегда гости» ты сказала без улыбки. Нет, на самом деле я очень люблю принимать гостей, и это очень здорово, когда дома весело. Но вот кроме того, что ты поешь, вкусно готовишь, какие у тебя еще увлечения из жизни? Еще я увлекаюсь достаточно нетипичным для вокалистов делом. В последнее время, ну это года 2, наверное, я очень увлеклась искусством пластики, пантомимы, клоунады. Вау. Вот. Интересное направление с вокала в мим-клоунаду. Как так получилось? Ну, просто у меня природа расположена, я сама по себе человек ля-ля-ля-ля, то есть... Эмоциональный? Да, очень эмоциональный, экспрессивный, и это заметил мой наставник, мой очень хороший друг Марат Шайдуллин, лауреат международных конкурсов, профессионал своего дела. Такое ощущение, что ты его с юбилеем сейчас поздравляешь. Я Лауреатом очень... многочисленных конкурсов. ТДТП. Финалист «Минуты славы». Вау. Да. Я очень рада, что судьба свела меня с этим человеком. И благодарна ему за то, что он в меня вкладывает. Он меня учит. Айгуль, а занятие пантомимой для тебя все-таки это хобби, это или имеет продолжение какое-то профессиональное? Начиналось все на уровне хобби, то есть это очень интересно, это меня увлекло. И я надеюсь, это в дальнейшем получит какое-то свое развитие в более крупные проекты. В этом году мы с Маратом участвовали на фестивале уличного перформанса, который проходил первый раз в Казани. Назывался он «Культурный сдвиг» и проходил на набережной озера Кабан. Вот. Это было очень интересно. Такого Это было что-то новое для тебя, да? Что-то новое, да. Столько людей, столько творческой молодежи, столько эмоций вообще разнообразных. И очень хорошо, что у нас, до нас эта традиция дошла, потому что это как бы зародилось в Европе. И, слава богу, до нас это тоже дошло. Ты знаешь, до нас, к сожалению, с Европы и хороший, и плохой доход. Только татары умный народ, мы берем только хорошие. Только хорошее. Да. Последний ингредиент нашего блюда готов. И мы сейчас помещаем помидорки в наш казан.
Опа. Такое ощущение, что Айгуль не ела, ну, минимум 3 дня. Мы же студенты. Чувство голода свойственно, это как бы Но вполне нормально. блюдо сегодня достаточно не студенческое, потому что редко студенты целую курицу готовят за раз. Ну, это будет курица по-буржуйски. Студенческая вариация. Так, немножко соли. Перчика добавляем. Перчика добавляем. Еще горошком перчик можно добавить. Так, черный перец горошком. Перец горошком. Так. И можно немножко залить водичкой, чтобы у нас это все потомилось. Чуть-чуть. Ну, также наши овощи дадут, кстати, Сок. да, и это все будет бульончиком. Подождем минут 20-25 и будем пробовать таук по-мишарски вместе с Айгуль Хисматуллиной. Курочка по-мишарски. Курочку порубили на средние кусочки, приправили специями, перемешали с измельченным чесноком и оставили мариноваться. В казане на растительном масле обжарили мелко нашинкованный репчатый лук и натертую морковь. Через некоторое время в казан выложили курицу и тушили несколько минут. Далее добавили нарезанный кубиками кабачок, картофель, болгарский перец и помидоры. Затем в казан налили немного воды, накрыли крышкой и тушили на медленном огне 40 минут. Уважаемые телезрители, если вы забыли записать рецепт нашего блюда, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Выкладывайте фотографии ваших любимых блюд и готовьте вместе с нами. Айгуль, вот и настала кульминация нашего сегодняшнего представления под названием «Таук по-мишарски». Открываем наш чудо-казан. Так. Прекрасно. Сначала мужчине, как Так. и полагается. Да, мне можно 2 кусочка курицы, поменьше овощей, побольше бульона. Хорошо. Оп. Отлично. Смотри, какая большая порция для маленькой хрупкой девушки. Не, я на самом деле очень много ем. Да? Да. Спасибо, что сказала. Надо скорее закрывать крышку. Айгуль, посмотри, пожалуйста, на наше блюдо. Как тебе вот этот вид для начала? И вид, и запах. Мне очень все нравится. Вот мишары говорят запах, татары говорят аромат. Запах. Мне лично аромат нашего блюда. Ой, горячо. Так. Бисмилля. Бисмилля рахман рахим. По традиции, вот блюда из овощей я люблю, у них больше всего, у этих блюд, бульончик. И по традиции этот бульончик всегда бывает прекрасный. И очень, Молодец. очень вкусно. Так. Но всю программу говорили таук-таук, и не попробовать таук мы не можем. Да. Ну, в таком бульоне курица должна быть великолепной. Ты знаешь, в ближайшие 15 минут я бы сейчас вот это блюдо ел и слушал, как ты поешь. Да. Давайте я вам тогда спою песню, которую мишары поют, когда встречают гостей. Bizde büyük dağlar barla, dağ astında dağlar var. Dağda yaprak bizde sağını, sizden indi xəller var. Dağda yaprak bizde sağını, sizden indi xəller var. Бигзур Ахмед, замечательная вокалистка Айгуль Хисматуллина сегодня пела для вас, дорогие друзья, и готовила для меня. Бигзур Ахмед, умышлар, дахатлар, шотлаклар. Рахмет. Смотрите нас каждую неделю, с нами вкусно и весело. Секреты татарской кухни. Саулок Дуслар. Мы готовим на кухнях Белоруссии. Высокое качество и современный дизайн при доступной цене.